Будем говорить о теме порядка перемещения физическими лицами товаров для личного пользования. В этом мне сегодня поможет главный эксперт управления неторгового оборота Департамента таможенного контроля Медельбай Медет Алтаевич. Здравствуйте, Медет. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые зрители. Буквально на той неделе выходила новость о том, что казахстанец хотел выехать в Китай за покупкой нового автомобиля, и у него обнаружили в ручной кладе денежные средства. В тенге это 23 миллиона, а в долларах это где-то порядка 47 тысяч. И по решению суда у него конфисковали практически большую часть, это 37 тысяч долларов, и еще плюс наложили штраф 4 миллиона тенге. То есть получается, тема именно товаров для личного пользования, она актуальна по сей день, потому что многие не знают об ограничениях, что можно завозить, чего нельзя завозить. Поэтому давайте сегодня поговорим, ответим на все вопросы, и предлагаю начать с понятия, что такое вообще товар для личного пользования. Да, спасибо за предоставленное слово. В целом, хотелось бы сказать, что товары для личного пользования – это товары, предназначенные для личных, семейных нужд физического лица, то есть не связанные с предпринимательской деятельностью. В целом, товар для личного пользования у нас при перемещении регулируется главой 37 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза. И также необходимо отметить, что существуют критерии отнесения товаров при перемещении физическими лицами к товарам для личного пользования, которые регулируются с решением Евразийской экономической комиссии номер 107 от 20 декабря 2017 года. Также существует приказ министра финансов Республики Казахстан номер 250 от 31 марта 2015 года, в котором утвержден перечень товаров, которые относятся для личного пользования. То есть при необходимости можно руководствоваться решением номер 107 и приказом номер 250, приказом министра финансов Республики Казахстан. В целом, хотелось бы сказать, что существует и беспошлинный ввоз товаров для личного пользования. Без уплаты, то есть таможенных платежей и налогов, вы можете ввести товар в таможенную территорию в пределах стоимостных, весовых и количественных норм, которые также утверждены приказом, решением номер 107 Евразийской экономической комиссии. В данном случае хотелось бы рассказать, что человек, видимо, хотел приобрести электромобиль. Электромобиль у нас сейчас в Республике Казахстан 2025 год составляет квота 15 тысяч единиц, то есть 15 тысяч электромобилей можно завести беспошлино. Что касается наличных иностранных денежных средств, сейчас в настоящее время в целях защиты национальных интересов и финансовой стабильности в Республике Казахстан существует запрет указа президента Республики Казахстан номер 830, согласно которому сейчас у нас стоит запрет на вывоз иностранных наличных денежных средств в иностранной валюте в эквиваленте 10 тысяч долларов США. То есть по курсу валют, утвержденным Национальным банком Республики Казахстан на дату вывоза именно наличных денежных средств. А также запрет стоит на вывоз золотых слитков афинированного золота, выпускаемых Национальным банком Республики Казахстан, и запрет на вывоз золотых слитков свыше 100 грамм. В целом вообще процесс при пересечении таможенной границы, то есть когда вы покидаете Республику Казахстан, таможенные органы четко следят за перемещением денежных средств, так как стоит указ президента Республики Казахстан. И при вывозе, если вы не задекларировали денежные средства, и мы обнаружили данные денежные средства в вашем багаже, то данные денежные средства подлежат декларированию. Раньше подлежали декларированию, а сейчас, даже если у вас превышает сумму, вы не сможете задекларировать, потому что стоит запрет. То есть изымаются, да? Изымаются деньги, да. В целом, если месячный расчетный показатель при вывозе денежных средств меньше 10 тысяч МРП, то составляется АДМ протокол, а если свыше 10 тысяч МРП, то составляется
Уже там предусматривается уголовная ответственность, передача всех дел, материалов правоохранительные органы Республики Казахстан. У вас еще будет вопрос? Да, здесь у меня ряд вопросов, который к нам поступил. Какие вообще товары можно ввозить без уплаты таможенных пошлин? Есть ли определенный перечень? Да, есть без уплаты таможенных пошлин, налогов можно ввозить товары для личного пользования. То есть товары ввозятся в пределах стоимостных, весовых и количественных норм. Стоимостные, весовые и количественные нормы, они утверждены у нас решением 107, решением Евразийской экономической комиссии номер 107 от 20 декабря 2017 года. Норма для товаров, возимых в пешем порядке или же в сопровождаемом или несопровождаемом багаже, составляет 500 евро или 25 килограмм. То есть 500 евро и 25 килограмм. А если товар перевозится перевозчиком самим или же в международных почтовых отправлениях, то вес товара составляет 31 килограмм, а стоимость 200 евро. Части превышения, к примеру, возьмем части ввоза товаров в сопровождаемом или несопровождаемом багаже. Там у нас 500, как я говорю, 500 евро и 25 килограмм. То есть, если вы завезли товар, стоимость которых превысила не 500 евро, а, к примеру, 800 евро, а количество весовые нормы соблюдают норму, то есть 25 килограмм, то расчет идет по весу товара, то есть, стоимость товара. От стоимости товара в части превышения 300 евро, да, умножается к нему 30%. То есть вы оплачиваете 30% от стоимости уже. Здесь вот уточняет вопрос, если это не слитки, например, физическое лицо завозит, а цепи, браслеты, там, сережки. Цепи, это ювелирные изделия, да? Ювелирные изделия разрешается физическому лицу ввозить, одному физическому лицу 5 единиц ювелирных изделий. 5 то есть, наименований, да? То есть это Нет, серьги, 5, это браслет сразу одномоментно. Да. 5 изделий, главное. Чтобы не превышало 5 изделий. Все, спасибо. А что вообще запрещено нам ввозить или вывозить через таможенную границу? Физические лица при пересечении, то есть государственной таможенной границы, должны в обязательном порядке соблюдать запреты и ограничения, которые установлены решением ЕЭК номер 30 о мерах нетарифного регулирования. В данном решении список очень большой, то есть много товаров, которые запрещены к ввозу. В основном это товары, которые требуют лицензию, то есть лицензию на ввоз. Лицензию вы можете приобретать разную, правильно? В различных госорганах свои лицензии. К примеру, скажем, в органах внутренних дел это лицензия, скорее всего, на ввоз прекурсоров, либо же наркотических средств, которые используют в медицинских целях, это лекарственные, да, препараты. То есть список очень большой, то есть перечислять все сразу это практически нереально. Так что можно руководство и нужно руководство решением номер 30 о мерах нетарифного регулирования. Спасибо. Где-то, пользуясь случаем, мы только что вначале обозначили пример того, что гражданин хотел купить электрокар. Вот когда истекает срок ввоза электромобилей? Хороший вопрос. Спасибо за вопрос. Это очень часто встречающийся вопрос, кстати. К нам обращаются многие физические лица. Ввоз электромобиля, то есть вы везли, к примеру, сегодня, следующий ввоз ваш разрешен только по истечению 1 года. То есть с момента регистрации даты таможенного приходного ордера. С этого момента исчисляется дата. То есть ровно через год только вы можете завести. Были часто случаи, что, к примеру, в декабре 2024 года человек завез электромобиль, и он посчитал, что в 2025 году он еще раз может завести, в январе, то есть спустя месяц. Мы ему пояснили, то есть нет, год исчисляемый годами, это календарный год, и по истечению этого календарного года только тогда вы можете ввести для себя второй электромобиль. То есть. 1 года, да? Да. С момента приобретения. Да. Все хорошо, спасибо. Вот у нас наступает пора отпусков, пора праздников, когда наши граждане выезжают, либо наоборот сюда приезжают. Помимо ювелирных изделий и денежных средств, какие у нас есть лимиты на алкогольную продукцию, на табак? Более такие распространенные товары.
Да, хороший тоже вопрос. На алкогольную продукцию у нас ввоз, беспошлинный ввоз, значит, алкогольной продукции это не более 3 литров Мгм. алкогольной продукции. Табачных изделий это 200 сигарет или же 200 сигар. Или же сейчас часто пользуются стик, айкос, да, вот Мгм. стики для них. Это табак без этого, без нагревания. То есть там тоже 200, так же как и сигареты, 200 штук можно будет завозить без пошлины. Мгм. Спасибо. А вот какие у нас есть способы оплаты таможенной пошлиной? Таможенный способ оплаты у нас есть, то есть вы Как оплачиваются вообще физические таможенные лица пошлины? Да. для личного пользования, Мгм. да? Ну, для физических лиц здесь существует мобильное приложение ЕСАЛ Хазамат, через которого вы можете подать пассажирскую таможенную декларацию и, соответственно, оплатить предстоящие налоги и таможенную пошлину. Мгм. Спасибо. А вы можете привести такой расчет пошлины при превышении установленных норм? Ну, чтобы нашим зрителям было понятнее. Расчет пошлины. Ну, вот как я ранее только что сказал, но я повторюсь, потому что ранее, может быть, я чуть-чуть неправильно сказал. Мгм. То есть, как я говорил, сопровождаемый, не сопровождаемый багаже у нас существуют свои нормы, и весовые, и стоимостные. Это у нас 500 евро и 25 килограмм. То есть в части превышения вы будете оплачивать уже таможенные пошлины. То есть если превысили стоимость, в части стоимости будете оплачивать 30% от стоимости. Или же, если в части килограмма, то есть в части веса товара вы превысили количественные нормы, да, весовые нормы, вы будете оплачивать 4 евро за каждый превышенный килограмм. То есть за 1 килограмм 4 евро оплачивается уже. Мгм. Все, спасибо. А нужна ли таможенная декларация на личные вещи? Ну, таможенная декларация на личные вещи так такового в практике не декларируют, то есть физические лица. Но при желании самого физического лица, конечно же, можно задекларировать свои личные вещи по А, собственному желанию, то есть физического лица. Спасибо большое. А как оформляется вообще временный ввоз автомобиля? Временный ввоз автомобилей, он в основном существует для иностранных граждан. То есть при ввозе через границу иностранный гражданин подает пассажирскую таможенную декларацию, соответствующие транспортные документы, это техпаспорт, паспорт, да, его личный. И оформляется временный ввоз сроком не более на год. То есть он не должен превышать 1 года. В течение года иностранное физлицо должно покинуть страну. Все, спасибо. А есть ли какие-то ограничения? Здесь вот вопрос задают. Вот по электромобилям мы сказали, что на одно лицо физическое один, да, автомобиль Да, один раз в завозится. год один электромобиль. А если вот задают вопрос, за одну поставку завезли 3 и более электрокаров? На одно физическое лицо именно? Да. Нет, это уже рассчитано, это уже как считается в предпринимательских целях. Мгм. То есть это точно не для личного пользования. Ну, то есть нету такой возможности, вариантов, то есть на одного человека один автомобиль завозится. Да, но если для личного пользования. Если Да. вы хотите, конечно, оплачивать таможенные пошлины, налоги, то вы можете завозить. То есть, для этого уже вот эта вот, как сказать, квота не действует. Нужно специально регистрироваться. Да. Все. А что вообще предусмотрено при нарушении таможенного законодательства? То есть если, зная, вот как мы озвучили, да, свыше 10 тысяч долларов провозят там, либо свыше нормы хотят завести какой-то товар, тот же алкогольную продукцию, те же машины или еще что-то. Ну, вообще, в целом, в Республике Казахстан за нарушение таможенных, так скажем, таможенных правил предусмотрена, да, и административная, и уголовная ответственность. То есть в зависимости от характера и вообще в зависимости от ситуации, да. В целом, да, везде всегда и предусмотрена административная и уголовная ответственность. То есть административный штраф у нас варьируется от 30 до 150 месячных расчетных показателей, а уголовная ответственность у нас уже до 500 МРП доходит. То есть такие виды штрафов, я имею в виду, есть. Вплоть до конфискации этого товара, да. Вплоть до конфискации, да. Все, спасибо. А где можно вообще ознакомиться с перечнем запрещенных вывозных товаров? То, что нельзя вывозить за пределы Республики Казахстан. С перечнем именно вывоза, ну, как я говорил, вывоз и ввоз, то есть запреты и ограничения
они контролируются, регулируются решением Евразийской экономической комиссии номер 30, также о мерах нетарифного регулирования. То есть решением номер 30 можно ознакомиться со всем. И что запрещено к вывозу и к ввозу товаров. Хорошо, спасибо. Здесь такой вопрос поступил. Можно ли на одной декларации оформить несколько машин физическим лицом? Можно, но только декларация на товары это уже будет. Это не пассажирская таможенная декларация. И опять-таки это уже не для личного пользования. Все, спасибо. Я напомню, что у нас сегодня присутствовал главный эксперт управления неторгового оборота Департамента таможенного контроля Медельбай Медет Алтаевич. Я благодарю, что вы пришли, выбрали время, ответили на наши вопросы. А если есть что-то по новым изменениям добавить, то пожалуйста. В принципе, я то, что связано с товаром для личного пользования, все озвучил. Единственное, хотелось бы дополнить, при ввозе электромобилей, я вот до этого не сказал, существуют запреты, то есть запрет на передачу прав владения гражданам Российской Федерации и гражданам, имеющим постоянное место жительства в Российской Федерации. То есть необходимо учитывать эти моменты. Также хотелось бы добавить по транспортным средствам. Часто у нас сейчас поступают вопросы именно граждане, так называемые кандасы, то есть наши граждане, которые переехали к нам и получили статус кандаса у нас в Казахстане. От них поступают вопросы, могу ли я привезти свое транспортное средство, которым я пользовался там у себя, ну, к примеру, в Монголии, да? Да, вы можете ввести без уплаты таможенных пошлин, налогов транспортное средство для личного пользования, но только при условии, что с момента выдачи паспорта кандаса, то есть как мы ему выдали паспорт, с этого момента, то есть он полгода должен был отъездить там у себя, 6 месяцев он должен был отъездить у себя на родине, ну, на той или иной стране, где он раньше проживал. То есть не получится так, что он приобрел месяц назад в Монголии транспортное средство, переехал в Казахстан и завез машину. Тоже в этот момент уже такие меры не предусматриваются. Ну, в принципе, у меня все. Все. Если будут вопросы, мы сохраним этот эфир. Можете под эфиром их написать. Мы обязательно постараемся ответить. Спасибо, что пришли. Спасибо. До свидания. До свидания.